Видно презентацию. Так, да, добрый день, коллеги. Ну, у меня 7 минут, я поэтому быстро. Значит, доклад называется «Об особенностях реализации республиканского проекта «Музыка для всех» в АГИКИ. АГИКИ – это федеральный вуз. И сегодняшнему семинару, вот здесь я, так сказать, сделала 3 раздела. Научно-исследовательская, образовательная, издательская деятельность, та, что имеет касательство к нашему музыкальному проекту. Научно-исследовательская деятельность студентов у нас отражается в аспирантских чтениях и ежегодных студенческих научно-практических конференциях. Поскольку наше направление называется «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», то вот первое название «Музыкознание» это отсылает нас все-таки к исследовательской работе наших студентов. Так, немножко вот здесь я затрону аспирантские чтения. Их в этом году проведено уже 11-е аспирантские чтения. Я на чем останавливаюсь на нем, потому что здесь послевузовское образование. У нас уже много было выпускников. В этом году характерно тем, что выступало 3 аспиранта 2-го года обучения, и они действующие преподаватели высшего и среднего звена. В частности, Светлана Владимировна Вдовенко, Степцов Алексей Николаевич, Чичкова Ирина Григорьевна. Там у нас еще 3 есть аспиранта. Лебедев Сергей Иннокентьевич и, по-моему, еще один по инструменту труба. Он работает в высшей школе музыки. Так, они не выступали. Было очень хорошее выступление. Значит, в частности, выступал, вот здесь я, кажется, упустила, выступал Слепцов Алексей Николаевич, я его хотела отметить, потому что дальше он у нас будет еще в другом проекте. Был большой отклик. Значит, и Светлана Владимировна тоже очень удачно выступила, и Ирина Григорьевна. То есть наша секция, это очень большая конференция, там другие еще есть специальности. Наша секция была экспертом, выступала Оксана Эдуардовна, она была посвящена 85-летию Унаровой Зинаиды Николаевны, Зинаиды Ивановны, и было очень много художников и других, вот видите, здесь Расторгуз и так далее. То есть большая конференция, где наша секция заняла очень, неплохое впечатление произвела. Сегодня в 2 часа состоится очередная конференция студенческая. Вот, студенческая конференция, можно немножко подробнее остановиться, потому что это наш профиль музыкальная педагогика. Как вы знаете, да, у нас на нашей кафедре обучается 54 студента, 22 очника и 32 заочника. Я здесь выбрала где-то половину, с тем, чтобы вы посмотрели, какие темы рассматриваются будущими педагогами. Они идут не только СОЖ, вот Талыбыева Сахаян Гухалиевна, может быть, вы знаете, это школа номер 23, и идут в ДШИ. Значит, в садике у нас работает Семицветик Матрена Витальевна, я видела, там есть представители, но она недавно там находится в ДШИ. Филиппова Майя Егоровна, садик Эскиль, да, Кривошаркина Татьяна Семеновна, это ДШИ номер 2, наша заочница. И дополнительное образование Николай Илья Владимирович. Вот эти студенты я выбрала, потому что они работают в городском кластере. Как раз на собрании в городском кластере. Занимаясь педагогической деятельностью, практически они будут освещать те проблемы, которые им знакомы уже. 2 выпускника Скрябина и Филиппова. Значит, Филиппова пойдет в детский сад, кстати, в Жатай. Уже она будет сейчас договор у нее составлять, поскольку она выпускница Жатайской музыкальной школы. И этот же садик она посещала, недавно сказала, что я туда же и пойду. Скрябина Елена Николаевна, конечно, в городской классе тоже наверняка не пойдет. Она у нас уважаемая комедийна Кангаласского вуза, видно, вернется на родину. Так, значит,
Ну, после того, как вот они занимаются наукой, естественно, свои компетенции педагогические, практически реализуют на базах практики. Базой практики является Якутская балетная школа уже некоторое время. Но у нас по предложению Светланы Ивановны Мединой мы будем подписывать договор с Прометейчиком, который является площадкой тоже нашего вуза, и с какими-то школами, близлежащими школами нашего округа. Ага. Так, также мы, значит, в этой балетной школе очень удачно, вот здесь сидит у нас Наталья Емельяновна, бывший директор 27-й школы, очень удачно в этом учебном заведении присутствует школа номер 27, 1-4 классы, которые впоследствии становятся учениками и студентами колледжа. И поэтому мы, в общем, начиная с 18-19 года, я ввожу туда студентов, тоже в рамках проекта «Музыка для всех», чтобы они знакомились вот с такими инструментами воочию, рассказывают, студенты рассказывают, студенты кафедры музыкального искусства, то есть вот воплощается вот наш проект. А студенты мои кафедры искусствоведения вот в прошлом году успели очно сходить, буквально последний день до пандемии, в первый класс, в младшие классы в этой балетной школе, и тематическую беседу провести. Они и сыграли, и рассказали. Тематическая беседа по Прокофьеву, Петя и Бог. И после этого в неформальной обстановке они были с инструментами, флейтой, скрипкой, дети потрогали, может, чтобы приобщились к этому делу. В 2017 году на форуме учителей музыки и изобразительного искусства в Якутии наш институт, надо было, было решено создать на базе ГИКИ межведомственный координационный научно-методический центр по продвижению проектов. Не только музыка для всех, но и рисуем все. И вот начиная с 2017 года мы активно включились в это дело. Значит, мы к методической работе причисляем, конечно, наши курсы повышения квалификации. По Сибирюсу у нас всегда очень хорошо проходит Варвара Егоровна, практически авторский курс по Сибирюсу нотного редактора. Она выходит на город, прямо в учреждении. Вот здесь фотография 2018 года. Здесь она учит концерт мастеров в балетной школе. А также мы в прошлом году, в 2020 году, очень удачно вышли на контингент детских образовательных, вернее, дошкольных образовательных учебных заведений. У нас с ними не было особой такой связи, потому что они всегда под эгидой пединститута, педакадемии работали. И вот благодаря конкурсу, вообще инициативе московского композитора Каримбалита Станислава Соломоновича, мы создали на базе IT вот такой большой конкурс прошел. IT-фестиваль, конкурс «Веселый день дошкольных». Он, значит, под патронатом Федоса Васильевна Забычева. Серьезный был конкурс. Очень много участников. Из 45 регионов, даже были за рубежа. Здесь сидят участники. Вот эти, там соль в том, что, значит, было 5 песен по детскому по детскому репертуару. Ну как, сам Каримбалит сочинил 5 песен, и надо было на эти песни сделать видеоролики. При помощи родителей или музыкальных руководителей. В общем, там очень красочный был конкурс. Длительный, с сентября по октябрь до конца. Так, хороший призовой фонд. И, в частности, в одной из номинаций вот «Земляничка», детский садик автодорожного округа, по-моему, занял призовое место. После этого конкурса у нас завязались хорошие отношения с ДОУ, и мы, значит, решили провести ППК. Пригласили московского лектора Елену Владимировну Соловьеву. И вот провели ППК для именно, видите, для учителей, для музыкальных руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования. Она прочла 16 часов, остальные часы, вообще было 72 часа. Мы прочли наши профессора и педагоги по своей тематике. Так,
Также мы к образовательным, методическим направлениям, да, вот как было Тамара Николаевна отмечена, да, относим наш проект в содружестве с Национальной библиотекой «Музыка для всех». В проекте «Музыка для всех» у них есть свой проект «Музыка эпоха». Мы, начиная с 2020 года, с ними систематически начали работать. В первом блоке привлекли мастеров фольклора, мастеров, так сказать, лекторов. Доктор наук читала Оксана Эдуардовна Пранганасан, читала, значит, про Алан Хасута из Ангинского Грушина. Наталья Константиновна, 1 минута. Осталось, да? Вот это то, что наше по специальности, да? Так. И в этом году мы продолжили, мы включили туда аспирантов. Включили аспирантов, вот как раз кто читает. Был большой отклик. Мы тут выдавали сертификаты. Да, большая группа есть, то есть это как бы образовательный. И в этом году вот мы запустили в феврале уже с детьми. То есть на площадке детской библиотеки. Оказалось очень востребован. Директор сказал, что это большой отдых получил. Ну и вот наша издательская деятельность, 3 учебных пособия. Первое пособие, учебное пособие «Звуки Арктики». Значит, «Звуки Арктики» для младших школьников. Для младших школьников. Он уже в электронном варианте у нас существует. Был презентован в декабре на YouTube-канале. Это есть. Вот как раз там, где библиотеки читала Лия Ивановна, одна из авторов. Очень хорошо иллюстрированный. Он уже готов для тиражирования. Там очень хорошие записи качественные, с аудио. Для 1-4 классов. Звукоподражание, несколько там разделов. Первый раздел звукоподражание, и второй там есть немножко композиторская музыка. Так, ждет своей реализации в книжном варианте вряд ли. Ждет своей реализации совместно с кафедрой информатики, как бы аудиовизуальной. Скорее всего, так и будет. Так, и второй учебное пособие для 5-7 классов. Оно уже выпущено методическим советом нашим. Уже все зарезервировано. Да, это уже для 5-7 классов. 2 части. Звучащих предметов про инструменты и музыка и акустика композиции. Примерное содержание, здесь вы можете увидеть. Там есть и композитор, видите, то, что можно использовать на уроках музыки. Это наша издательская деятельность. Так, и учебное пособие на сольфеджио для ДШИ. Оно уже давно есть, и сейчас мы ждем второго переиздания. Таким образом, вот издательская деятельность. Так, значит, мы открыли музыкальные классы в прошлом году и ДМШ. ДМШ как для своего округа. То, что вот у нас городской округ. Ну, они называются бизнес-инкубатор, потому что она называется научно-творческая площадка бизнес-инкубатор, где мы по существу кружковая как бы работа, но это платные услуги, где мы охватили учеников нескольких школ. И также разновозрастных. Есть группа маленьких детей до 4 лет. Есть у нас там представители, ну вот девочка-инвалид учится, да, которая, кстати, получила на одном из конкурсов благодарственное письмо. Жанна Андреевна, я привлекла там преподавателей, учатся разные дети, даже вот в таким вуз. Так, и взрослые люди, те, что создают, осуществляют свою мечту и создают тот самый пласт музыкального воспитания в 7 лет. Так, и ДМШ. ДМШ у нас 16 человек. Ну, достаточно, наверное. Можно вопрос задать, а? Да. Это, вот те книги, которые вы сейчас показали, они должны войти вот в журнал, сборник «Вехи от года в год». Например, 17-й год нужно дать. У нас вот эти издания, которые, если они уже есть, их надо, Наталья, надо дать обязательно на наши руки. Потом будете обижаться, что они не включены. Хорошо? Да. Все данные у нас есть и так далее. Так, и, Татьяна Ивановна, я бы хотела попросить, чтобы не отчет был, а это же семинар. Мы не отчитываемся ни перед кем, поэтому жалко времени.
Ну, я пособие должна показать. Они же еще не, так сказать, не распространены. Да. Пособие показываю. И показываю свой опыт. Вот выкройте опыт. Чем мы занимаемся в опыте.